Все годы независимости в борьбе с бедностью населения Кыргызстан все пытается построить инвестиционный рай. Однако трудно назвать успешными шаги к этой цели то, что делает государство с инвесторами. Громкие уголовные дела с участием инвесторов, множество судебных и уголовных дел против бизнеса сигнализируют о большом разрыве между заявляемой чиновниками политикой и реальными действиями государственного аппарата. И показательный пример работы с инвесторами – история первого инвестора из Южной Кореи. Он приехал в Кыргызстан в далекие 90-е по приглашению президента молодой республики Аскара Акаева как инвестор свободной экономической зоны Бишкек. За эти 20 с лишним лет компания прошла множество испытаний: административное давление, чиновничий беспредел, захваты территорий, судебные тяжбы и нескончаемая борьба за свои законные права и интересы. Из-за этого были приостановлены все инвестиционные проекты и планы компании. А это видео послужит задокументированным отражением всех системных сбоев при взаимодействии государства с инвесторами. Молодая страна, лишь недавно ставшая независимой, пытается наладить контакты с мировым сообществом, привлечь в страну капитал. Это кадры из поездки первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в Сеул, где он активно приглашает южнокорейских инвесторов вкладывать в экономику Кыргызстана. После этой поездки кыргызского президента в Сеул в страну приезжает южнокорейский инвестор, семья Ли. Инвестор создает Центральноазиатскую корпорацию по развитию СЭС, которая становится субъектом свободной экономической зоны Бишкек. Свободная экономическая зона Бишкек создана 2 годами ранее, в 1995 году, и к моменту приезда инвестора из Южной Кореи у СЭС было только название и 346 гектаров пустой территории. Пик инвестиционных вложений пришелся лишь на 3-й год ее существования, в 1997-1998 годах после прихода на рынок Центральноазиатской корпорации по развитию СЭС. Примечателен тот факт, что ЦАК начал инвестировать сразу, едва были подписаны все соглашения, причем инвестиции осуществлялись наличностью. В этот период объем прямых инвестиций от южнокорейского инвестора составили $25 миллионов. Как видно по статданным Министерства экономики Кыргызстана, пик инвестиционных вливаний в СЭС Бишкек пришелся на период с 1997 по 1999 годы, именно когда на рынок зашла Центральноазиатская корпорация. Больше таких крупных вложений в свободные экономические зоны не было. После того, как инвестор вложил в экономику огромную и по нынешним временам сумму, депутаты обвиняют его в обвале стоимости национальной валюты, при том, что спустя некоторое время эти же депутаты будут обвинять этого же инвестора в том, что он не вложил в экономику страны НИТИИНа, а разрушил архитектурно-исторический памятник – Экспоцентр. Но об этом немного позже. На свободные экономические зоны Кыргызстана возлагали большие надежды. Мол, они будут способствовать росту отечественного производства, помогут привлечь иностранный капитал, будут содействовать развитию региональной инфраструктуры. Однако за 20 лет существования ни одна свободная экономическая зона так и не смогла достичь этих задач. Причина – множество управленческих ошибок, совершаемых некомпетентными менеджерами. Исследования международных институтов и экспертов показали, что коррупциогенность факторов, достаточно слабый управленческий потенциал, системные судебные тяжбы с инвестором, а также непостоянство законодательства на территории свободных экономических зон очень привели к неуспешности самих предприятий на свободных экономических зон. И по состоянию на сегодня мы не имеем большого количества предприятий, которые бы стремились бы работать на территории свободных экономических зон. И более того, международные эксперты и международные институты давно бьют тревогу об условиях деятельности на территории СЭС, потому что очень много предприятий испытывают множество трудностей, которые не могут не привлекать внимание государственных органов и должны быть, конечно, включены в политическую повестку дня. Закон о свободных экономических зонах был принят еще в 1992 году. Это было стратегическое видение легендарного парламента. Закон заложил основы развития свободных экономических зон в Кыргызстане. В нем прописали льготный налоговый режим, благодаря которому страна сумела бы привлечь иностранные инвестиции, которые должны были создавать инфраструктуру, новые рабочие места, выпускать конкурентоспособные товары на экспорт. Свободная экономическая зона Бишкек располагается на территории ВДНХ и села Акчи. Также есть субзона, относящаяся к СЭС Бишкек в городе Карабалта.
Общая территория зоны – 346 гектаров. В 1996 году, когда была запущена СЭС, это было пустынное поле, совершенно без инфраструктуры. У СЭС даже не были обозначены границы. Если абстрагироваться от реалий Кыргызстана, то под понятием свободной экономической зоны подразумевается огороженная территория с инфраструктурой, с налоговыми и таможенными льготными режимами. А задача инвестора заключается в том, чтобы создавать рабочие места и вовремя платить налоги. А вот так начиналась работа инвестора в Кыргызстане. Инвестору пришлось самому проводить электричество и коммуникации. Он занимается облагораживанием всей территории СЭС. Для этих целей из Южной Кореи привезли оборудование и технику. В Бишкек прибыло 500 контейнеров. Инвестор закупал практически все – тяжелую технику, бетонно-растворный узел, строительные краны, бульдозеры, автобусы, машины, оборудование для кирпичной фабрики и завода по строительству сэндвич-панелей, чтобы оба предприятия производили в том числе и продукцию для строительства СЭС. Построенный Центральноазиатской корпорацией кирпичный завод и растворно-бетонный узел были переданы Генеральной дирекции СЭС Бишкек. На территории ВДНХ располагались зоопарк и зеленая полоса. По просьбе Генеральной дирекции СЭС инвестор на свои средства переносит зоопарк в другое место, а там, где росли деревья, построил целый развлекательный парк. Строительство парка «Фламинго» ЦАК привлекла группу архитекторов из Индонезии. Это было как подтверждение серьезности и масштаба инвестиционных намерений компании. Аттракционы привезли из Италии. К оформлению нового места для отдыха горожан и гостей Бишкека привлекли местных художников. Из природного водоема, который начал превращаться в болото, сделали искусственное озеро, провели воду для его заполнения. И самое главное, при строительстве парка не пострадало ни одно дерево. Полностью соблюдался принцип сохранения зеленых насаждений и не вырубались деревья, как это часто делается в реалиях Кыргызстана. Так получилось, что это единственный иностранный инвестор, который подарил городу парк, в то время как чиновники сносят парки и строят себе особняки. За 9 месяцев на 5 гектарах был построен парк, облагорожены 3 гектара территории экспоцентра, проделана огромная работа по созданию инфраструктуры СЭС Бишкек, включая строительство дороги, соединяющей Нижнюю СЭС с городом. Центральноазиатская корпорация по развитию СЭС только на инфраструктуру потратила $5 миллионов, и на базе этой инфраструктуры уже СЭС Бишкек в свои лучшие годы зарабатывала 400 миллионов сомов в год. Также инвестор взял на себя решение вопроса финансовой инфраструктуры. К слову об экспоцентре, который часто вспоминают и обвиняют инвестора в его разрушении. Центральноазиатской корпорации по развитию СЭС выставочно-торговые комплексы экспоцентра достались уже не в том виде, в котором было их изначальное предназначение. К тому моменту в павильоне располагались офисы компании, чья деятельность не имела отношения к основному назначению экспоцентра – Кыргызской фондовой биржи. ЦАК, не меняя вид историко-архитектурного памятника, провела ремонтные работы павильона. Также восстановили архивные документы и провели архитектурную экспертизу здания за свой счет. Все дополнительные пристройки экспоцентра производились на основании проектной документации, разработанной самой Генеральной дирекцией. Как раз в те годы экспоцентр работал в классическом его понимании. Для развития торговли проходили различные ярмарки, мероприятия, связанные с торговлей, интересные выставки. Шла активная бурная торговля, мероприятия проводились с участием первых лиц. Но после запретов Генеральной дирекции компания дальше не смогла полноценно развивать территорию, чтобы СЭС процветала. Центральноазиатская корпорация по развитию СЭС, наряду со строительством инфраструктуры свободной экономической зоны, занимается привлечением в страну мировых брендов и новых инвесторов. По приглашению ЦАК в страну приезжает представитель французской сети отелей Accor Group. Тогда Accor изучал возможность строительства 5-звездочного отеля «Софитель» на базе гостиницы «Иссык-Куль». Но дело не сдвинулось с места, так как идея не нашла поддержку у чиновников. Также у корпорации были планы привести в страну мировые бренды, такие как итальянский Sartoria и корейский Samsung и Kia. Инвестор работает, вливаются реальные инвестиции, созданы рабочие места на 1000 человек. Налоги поступают в казну, а в это время парламент бурно обсуждает вопрос о закрытии СЭС.
Если надо убить СЭС для того, чтобы вовремя выплачивать пенсии, мы убьем ее. Депутат Акбакон Таштанбеков, июнь 2000 года. Бета-чай разоряет всех, пусть они, как Кока-Кола, работают на общих основаниях. Депутат Арсланбек Малиев, июнь 2000 года. Мы должны знать, кто и что производит, почему мы должны кому-то поблажки давать, а кому-то нет. Депутат Мурадыл Мадыминов, апрель 2013 года. Чем эти земли будут пустовать, мы их лучше отдадим предприятию «Кыргызстройсервис». Они намерены построить гостиницу. Депутат Турсунтай Салимов, июнь 2013 года. Потом депутаты берутся за закон о свободных экономических зонах. В итоге нормативно-правовой акт постоянно меняется, а свободные экономические зоны страны становятся все менее привлекательными для инвесторов. Меняются правила игры, отменяются прежние льготные режимы для субъектов СЭС. Инвесторы и предприниматели вместо того, чтобы работать, ходят на заседания парламента выслушивать обвинения депутатов. И только в 2001 году тогдашний президент Оскар Акаев ставит точку в этом вопросе. Закон обратной силы не имеет. Все льготы остаются в силе для предприятий, которые были зарегистрированы до 2000 года в качестве субъекта свободной экономической зоны, с оговоркой, если они не меняли профиль деятельности. Частая смена законодательства и правил игры – основная головная боль инвесторов в Кыргызстане. С 1992 по 2014 год закон о СЭС менялся 9 раз, а после того, как в 2014 году был принят новый закон, в него уже 5 раз вносились поправки. И каждый раз далеко не в сторону улучшения инвестиционного климата страны. Все эти годы свободная экономическая зона Бишкек работает без какой-либо концепции развития и долгосрочного видения, что говорит о качестве менеджмента и управленческом потенциале. Стоит напомнить, что в противовес государству Центральноазиатская корпорация имела долгосрочное передовое видение развития свободных экономических зон. В первые годы своей деятельности компания привлекала группу архитекторов для того, чтобы способствовать генеральной дирекции разработать свою долгосрочную концепцию развития. В частности, были привлечены группа индонезийских архитекторов, которые разработали концепцию развития на период 1999 года по 2033 год. Это очень-очень долгосрочная перспектива, и это говорит о том, что компания с первых дней своей деятельности относилась очень добросовестно к процессу инвестирования и выступала действительно надежным партнером для генеральной дирекции СЭС Бишкек. Более того, компания неоднократно проводила презентации своего бизнес-проекта для генеральных дирекций, для муниципальных органов, а также для городских архитекторов. Однако мы можем смело отметить, что встречной открытости со стороны государственных органов мы не заметили, потому как в 2002 году мы получили очень достаточно серьезную административную атаку на деятельность компании, что не могло не повлиять на наши инвестиционные намерения. С 2012 года Генеральная дирекция СЭС Бишкек создает еще больше проблем с приходом в руководство господина Нусувалиева. Генеральная дирекция, по сути, адвокат и менеджер субъектов СЭС, начинает работать против инвестора. Дело начинается с захвата третьей территории, принадлежащей инвестору. В 2009 году постановлением правительства Кыргызской республики часть этого земельного участка в размере 5 гектаров была изъята в одностороннем порядке без согласования с компанией для строительства, для, так сказать, собственных инициатив правительства. Это кусочек Кыргыз-Аилы. Этот земельный участок сейчас на сегодняшний день находится, и он передан в одностороннем порядке в активы госпредприятия «Кыргызстройсервис». Таким образом, мы лишились 5 гектаров земли, которые, согласно нашему договору, предоставлены в аренду нам. Вторым кейсом, который показывает, что была экспроприация активов, это был спор с другим субъектом свободной экономической зоны, Осоджипар Enterprise. Данной компании, опять же, в одностороннем порядке были переданы часть земельного участка, которая принадлежала на условиях аренды нашей компании. Это тоже в одностороннем порядке были просто изъяты, и компания даже ни в первом, ни во втором случае не получила никаких компенсаций, однако оплату арендной платы мы производим по сей день за эти участки. 10 декабря 2012 года генеральный директор СЭС Бишкек Орозбек Нусувалиев в одностороннем порядке расторг договор аренды от 14 ноября 2002 года с южнокорейской компанией. Одним из оснований для расторжения стало освоение только части территории, что, по мнению гендирекции СЭС,
нарушила условия договора 2002 года. Это была экспроприация инвестиций, что подтверждается решением международного арбитража о взыскании с правительства Кыргызстана 23 миллионов долларов в пользу южнокорейской компании-инвестора. При этом задолженность Генеральной дирекции перед ЦАК после реструктуризации по состоянию на 2002 год составил 842 573 доллара США и 994 938 сомов. Генеральная дирекция систематично отключала инфраструктурные сети, подачу воды, телефонную связь, тем самым нарушив договор и принцип сотрудничества. В то же время посольство Южной Кореи в Бишкеке настоятельно рекомендует вывести из Кыргызстана детей Ли, так как неоднократно в адрес семьи поступали угрозы. А МИД Кыргызстана отказывает семье Ли в инвестиционной визе. В то же время идут постоянные проверки деятельности ЦАК, бесконечно создаются межведомственные комиссии. Все это парализует деятельность корпорации. При этом ни одна рабочая группа не подтвердила, что со стороны ЦАК были какие-либо нарушения. И даже напротив, все отмечали необходимость содействия инвестору и важность шагов со стороны государства для разрешения спора. В то же время депутаты постоянно обвиняют инвестора в бездействии. Ушул мына бүгүнкү күнгө чейин эч кандай ал жерде иш чара болбой жатат. Корея ишкерлери арендага алып, мына бүгүнкү күнгө чейин ал жерде өздөрүнүн мындай шарттары болгон. Ошо биздин өзүңөр билесиңер кире турган ВДНХ павильонду өз калыбына келтирип, реконструкция кылып, жакшынака кылып беребиз деген убадаларын дагы аткарган эмес. Азыркы күндө бул боюнча сот амалдары жүрүп атат дейт. Бул жерде дагы жазып атышат, мына ошо 22 жылдан бери шаардык бюджетке бир дагы тыйын бюджетке киреше түшкөн жок деп жазып атышат. Наверняка депутат Талайбек Масабиров не в курсе, что государство в лице Генеральной дирекции само связывает ноги и руки инвестора, и впоследствии инвестор просто не может освоить территорию Верхнего ВДНХ должным образом. Изначально проект Центральноазиатской корпорации по развитию СЭС заключался в строительстве парков развлечения для взрослых и детей, а также гостиничных комплексов. Однако после изменения законодательства намерение инвестора осуществить не удалось. Причиной тому был запрет Генеральной дирекции СЭС Бишкек на осуществление строительства. А без согласия дирекции инвестор не может производить строительство на территории СЭС, потому как согласование проектной и технической документации производится через Генеральную дирекцию. Более того, она запретила инвестору осваивать территорию и поставила бетонное ограждение, тем самым лишив доступа к территории. Также препятствием послужило введение запрета на аренду более 49 лет, в то время как ЦАК, так же как и многие предприятия, пришедшие в 90-е годы на СЭС, имели договоры аренды сроком на 90 и более лет. Теперь на основании заявления генерального директора СЭС Бишкек Тайчебарова Генеральная прокуратура подала в феврале 2021 года исковое заявление о признании договора, заключенного между ЦАК и Генеральной дирекцией СЭС Бишкек, недействительным. Компания на самом деле очень неоднократно проходила множество проверок со стороны различных рабочих групп, межведомственных комиссий, а также других форм проверок. И в ходе этих проверок не было выявлено нарушений со стороны компании. Даже наоборот, были приняты не раз решения о содействии компании в решении наших административных барьеров, что не может не свидетельствовать о добросовестности компании. И еще раз можно подтвердить решением судов, а также результаты этих рабочих групп, что компания вела свою деятельность добросовестно в рамках законодательства Кыргызской Республики и никогда не совершала каких-то противоправных действий, которые бы нарушали вообще концепцию существования инвестора на территории Кыргызстана. Из Генеральной прокуратуры, как надзорного органа, не может не сигнализировать об опасных тенденциях в работе с инвесторами. Административное давление со стороны государственных институтов не дают покоя инвестору и выкачивают ресурсы, предназначенные на развитие территории СЭС. Компании по сей день поступают угрозы от государственных институтов, что опять же мешает запуску инвестиционных проектов. Чиновничий беспредел в Кыргызской Республике не наказывается, и к ответственности за нанесенный вред инвестиционной деятельности никто по сей день не привлекался. Безнаказанность чиновников за вредительство бизнесу наносит колоссальный ущерб национальной экономической безопасности и дорого обходится деловой репутации Кыргызстана. Репутация Кыргызстана как страны с чиновничьим беспределом не позволит вести работу с серьезными инвесторами. 2 июня 2019 года на одной из страниц в Facebook
под названием «Миздец» публикуется фейковое сообщение о том, что корейская компания может незаконно получить элитный участок земли в Бишкеке на 93 года. Прецеденты, когда жирные земельные участки в Бишкеке, оформленные зеленой книгой, то есть фактически сданные в долгосрочную аренду, а не выкупленные в собственность, запросто уходили под строительство жилых элиток, уже были. Что это же случится с 23 гектарами земли на ВДНХ. Смысл создания СЭС всегда был в том, чтобы на территории СЭС строились и развивались новые производства. Однако на участке ВДНХ нет и не планируется никаких новых производств, не строится необходимая для этого инфраструктура. В этом фейковом сообщении авторы, кажется, выдают желаемое за действительное. Территория бывшего ВДНХ действительно лакомый кусочек для многих, где можно, как предполагает автор фейкового сообщения, построить элитный городок, как в парке Ататюрк. Все эти годы не прекращаются попытки захвата территории, которые находятся во временном пользовании Центральноазиатской корпорации по развитию СЭС. В 2015 году СЭС Кыргызстана привлекло всего 0,1% всех прямых иностранных инвестиций. В 2016 году менее 1%. В 2016 году доля всех СЭС Кыргызстана составила 1,25% от всего объема экономики страны. При этом почти все продажи приходятся на СЭС Бишкек. 99,9% продаж товаров – это то, что предприятия СЭС Бишкек продали как внутри Кыргызстана, так и за пределы страны. Доля СЭС Нарын в продажах товаров тогда составила 0,04%, а Каракол – 0,08%. Получается, что по сути в Кыргызстане работает только СЭС Бишкек, но даже этот успешный по сравнению с другими, по сути стагнирующими свободными экономическими зонами Кыргызстана, объект показывает падение по многим показателям. Эти цифры лишний раз доказывают неуспешность свободных экономических зон Кыргызстана, но это не означает, что СЭЗы – это тренд прошлого. Экосистема свободных экономических зон включает три основных компонента. Это адекватное законодательство, развитая инфраструктура и эффективный менеджмент, который будет привлекать активных игроков и инвестиции. Государство должно определять политику, то есть принять то самое адекватное законодательство при активном участии всех заинтересованных сторон и создать благоприятный режим для инвестиций, который включает верховенство закона, защиту частной собственности и инвестиций и справедливое правосудие. А создание инфраструктуры и управления надо отдать на аутсорс частным компаниям, как того требуют законы рынка. Более того, государство в силу своей сложной бюрократической процедуры, в силу своих ограниченных финансовых ресурсов не может оперативно быстро реагировать на вызовы рынка и вносить там те или иные ресурсы в инфраструктуру. И с этим неплохо справляются частные управляющие компании, девелоперские компании, и это очень даже во всем мире популярно, что строительством свободных экономических зон, его управлением и развитием занимаются частные компании, которые обладают определенным объемом компетенций, у которых есть сильнейшая команда, которая способна говорить на всех языках мира, да, и способна, так сказать, привлекать и развивать территорию СЭС. Кстати, о компетенции менеджмента. Только за последние 10 лет СЭС Бишкек управляли люди, далекие от менеджмента, среди которых были бухгалтеры, учителя, даже журналисты. За все это время не проведено ни одного мероприятия, нацеленного на привлечение новых игроков и инвестиций. У СЭС Бишкек, впрочем, как и у других свободных экономических зон Кыргызстана, нет партнеров из Центральной Азии, не говоря уже о глобальном партнерстве. Если ввести в поисковик фразу «СЭС Бишкек», то первое, что всплывает – судебные тяжбы, которые наносят серьезный урон инвестиционной привлекательности всей страны. В отношении генерального директора СЭС неоднократно по заявлению субъектов СЭС возбуждались уголовные дела. Генеральная дирекция вместо сотрудничества с инвесторами препятствует работе, очерняя их. Руководство СЭС Бишкек неоднократно распространяло ложные сообщения об инвесторах, подвергая их серьезному инвестиционному риску. Например, СМИ со слов экс-директора Нусувалиева тиражировали ложь, что мистер Джон Бэк Ли – мошенник и сидит в тюрьме. Официальные документы южнокорейских властей этот обман разоблачили. И самая серьезная причина неуспеха СЭС в Кыргызстане заключается в том, что генеральную дирекцию выбирают не сами субъекты СЭС, ее назначают власти страны. Если бы в принятии решений по руководству свободных экономических зон учитывали голос бизнеса, а не назначали бы лишь велением государственных органов, то и руководство свободными экономическими зонами было бы более эффективным. Об этом также говорится и в исследовании Азиатского банка развития от 2018 года.
Центральноазиатская корпорация по развитию свободных экономических зон по сути все эти годы выполняла функции менеджмента. Строила инфраструктуру, налаживала связь с другими инвесторами, предлагала инновационные проекты. Верхняя СЭС, которая располагается на территории ВДНХ, это парковая зона. Соответственно, не может идти речи о строительстве заводов и фабрик. Да и заводы и фабрики прошлый век. ЦАК уверена, что в Кыргызстане есть смысл развивать свободные экономические зоны в кластерном формате с ориентацией на экспорт услуг. Кроме того, создание СЭС, ориентированной на экспорт услуг, усиливает человеческий капитал страны. В отличие от свободных экономических зон первого поколения, где основной упор делается на дешевую рабочую силу, создание компаний, которые могут конкурировать на мировом рынке услуг, требует образованных и креативных людей. Также кластерный подход создания СЭС более устойчивый, так как он создает инфраструктуру на территории СЭС. И это не просто провести коммуникации, например, водопровод, линии электропередачи, построить дороги. Здесь идет речь об объектах социального и культурного назначения. Это те же школы, детские сады, клиники, места для проведения досуга и многое другое, что дает возможность резидентам не просто работать, но и гарантирует качество их жизни и жизни их семей. Речь о том, что на этой территории должны создаваться инновационные продукты, которые будут основываться на высокой добавленной стоимости. Тот креативный потенциал, который страна имеет, мы планировали как раз-таки его направить в созидательное русло, и чтобы его масштабировать, его выводить на экспорт. Практически каждый созыв Джугурку-Кенеша поднимал тему СЭС Бишкек. Каждый раз задается один и тот же вопрос. Почему инвестор, который владеет 23 гектарами участка, не осваивает эту территорию? При этом нет понимания, что едва ли не каждый новый созыв связывает руки инвестору все туже неправильными законами. Часто в адрес инвестора звучат популистские обвинения, что не было вложено ни тыины в экономику страны. Однако за 23 года своего существования ЦАК инвестировала $45 миллионов США, построила инфраструктуру СЭС, подарила городу парк, создала рабочие места и входит в топ налогоплательщиков среди субъектов СЭС Бишкек. Но Генеральная дирекция СЭС постоянно писала ложные аналитические записки, вводя в заблуждение президента и премьер-министра. Наш основной партнер по развитию СЭС Бишкек, по идее, должна выступать генеральная дирекция, которая как адвокат, как некий представитель, инвестора должен был, по идее, защищать интересы инвестора. Однако на сегодня мы имеем, что совершенно противоположные процессы, когда генеральная дирекция выступает неким оппонентом, который видит во всех инициативах компании только плохую сторону, только негатив, и вот в таком искаженном варианте, где когда неподтвержденную ложную информацию доносит до первых лиц. И тем не менее, пройдя все эти испытания, инвестор не оставил своего намерения инвестировать в страну и не отказывается от планов развивать арендуемую территорию. Более того, компания имеет четкую концепцию развития, основанную на передовых достижениях мировых экономических лидеров. Несмотря на все судебные тяжбы и вообще любые несогласия и споры с государственными органами, компания всегда имела и будет иметь концептуальное видение развития своего земельного участка, потому что именно такой подход предопределяет добросовестность инвестирования. Более того, компания имеет концепцию, которая была разработана международными архитекторами, и это не может не говорить о добросовестности и последовательности работы инвестора. И мы рассчитываем, что компания, а также при содействии самих государственных органов сумеет развить эту территорию самым благоприятным образом, и это демонстрирует ответственное отношение к развитию проекта. Все эти годы, начиная с 1997 года, компания вносит вклад не только в экономику страны, но также в развитие культуры, спорта, образования, поддерживает государство в самые тяжелые времена стихийных бедствий, межэтнических конфликтов и борьбы с пандемией COVID-19. Свою приверженность социальной ответственности инвестор демонстрирует с первых дней работы в Кыргызстане. Неоднократно компания выступала генеральным спонсором культурных мероприятий по стране, поддерживая такие международные музыкальные конкурсы, как «Иссыкуль». Инвестор полностью поддержал организацию сольного концерта талантливого кыргызского пианиста Азамата Сыдыкова во всемирно известном престижном концертном зале Карнеги-Холл в Вашингтоне. Мероприятие внесло весомый вклад в популяризацию на международной арене кыргызской музыкальной культуры. Центральноазиатская корпорация финансировала концерт
творческой группы известного кыргызского танцора Атая Мурзакова в Бишкеке. Выступление группы Атая. В первые годы своей деятельности компания активно поддерживала Бишкекский гуманитарный университет по изучению восточной культуры, образования и философии. ЦАК оказывала финансовую помощь пострадавшим от природных катаклизмов, выделяла специальное оборудование, выделяла гуманитарную помощь семьям пострадавших. В 2008 году компания оказала помощь жителям села Нура после землетрясения. Во время трагических июньских событий 2010 года корпорация оказывала финансовую помощь жителям Ошской и Джалабадской областей. В борьбе с пандемией летом 2020 года инвестор выделил миллионы сомов для организации на базе Кыргызской государственной медицинской академии лечебного отделения, формирования медицинского персонала, а также на безвозмездной основе поставила антисептические средства в муниципалитет Бишкека. Деятельность ЦАК давала экономике Кыргызстана мультипликативный эффект. Благодаря заказам корпорации развивались такие секторы, как реклама и маркетинг. Известная в Кыргызстане дизайнер Дильбара Шимбаева признается, что на заказы ЦАК запустила свой бизнес. За годы работы Центральноазиатская корпорация по развитию СЭС в лице инвестора Джон Бэк Ли сформировала сильную и положительную деловую репутацию среди бизнес-сообщества Кыргызстана и зарубежных инвесторов. За все годы деятельности ни Центральноазиатская корпорация по развитию СЭС, ни инвестор Джон Бэк Ли не были замечены в коррупционных или иных скандалах. Пожалуй, это один из немногочисленных инвесторов, который полностью следует букве закона, не прибегая к незаконным способам решения своих вопросов. Это также подтверждается решением Международного арбитражного суда. Мистер Ли стоял у истоков создания инвестиционного совета. Еще в 1998 году инвестор за счет собственных средств организовал поездку представителей государственных органов Кыргызстана в Южную Корею для перенятия опыта управления свободными экономическими зонами. Социальная ответственность ЦАК по отношению к работникам была на высоком уровне. Имелась собственная группа медиков для оказания медицинской помощи работникам, собственные пожарные машины. Было организовано пятиразовое питание, и автобусы ЦАК привозили и увозили сотрудников. Изложенные выше обстоятельства и аргументы не могут не признать добросовестность Центральноазиатской корпорации по развитию СЭС и ее приверженность инвестиционным принципам добросовестного ведения бизнеса. За все время работы компания всегда четко следовала требованиям закона, не было ни одного случая, чтобы сомнению подвергались деловая репутация и имидж компании. Чего не скажешь о генеральных директорах СЭС Бишкек, в отношении которых возбуждались и не раз уголовные дела по статьям коррупция и злоупотребление полномочиями. В заключениях Счетной палаты по итогам аудита деятельности Генеральной дирекции СЭС есть свидетельства о серьезных нарушениях закона со стороны руководства СЭС, о наличии коррупционных схем, завышении цен и прочей деятельности, которая явно противоречила интересам Кыргызской республики. Только за 2018 и 2019 годы были выявлены нарушения на сумму более чем 206 миллионов сомов. После этих фактов все доводы Генеральной дирекции о недобросовестности инвестора звучат неправдоподобно. Потому хочется призвать руководство страны и всех лиц, принимающих решения, восстановить законность в отношении инвестора и принимать решения, направленные на создание условий для реализации инвестиционных намерений. Государственная инвестиционная политика всегда должна опережать события и быть чувствительна к потребностям инвесторов, быть непреклонна в периоды любых политических стрессов и перегруппировок политических сил в стране.